Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема – размножение голосеменных. Вы должны знать, что почему называют голосеменные растения. Голосеменные растения – это растения, которые семя находится что голо на чешуйках у шишки. Голосеменные растения – это растения, которые не имеют околоплодника, отличия от цветковых растений. Поэтому их называют голосеменным растением. И запомните одно, что важным фактором для размножения голосеменных является ветер. Для размножения голосеменных нужен что? Шишка. А что такое шишка? Это видоизмененный побег, из которого развивается только что семя. Шишка. Шишка по-другому называется стробил. Называется стробил. Различают две вида шишки. Мужская шишка и женская шишка. Мужская шишка и женская шишка. Мужская шишку по-другому еще называют микростробил. Она имеет желтовато-зеленого цвета. Микростробил. Микростробил. Каждая шишка состоит из из двух частей. Главной оси и чешуй. Что? Чешуй. Из главной оси что? Чешуя. Чешуя мужской шишки по-другому называется микроспорофил. Микро что? Спорофил. Микроспорофилы находятся пыльцевые мешки, или по-другому их называется микроспоранги. Называется микроспорангия. Микроспорангия. Запомните одно, что микроспорангия состоит из клеток, так называемыми микроспороцитами. Клетки, которые называются что? Микроспороциты. Микроспороциты делятся путем мейоза, из нее образуется микроспора. То есть его генетический материал является гаплоид 1N. Микроспора, в дальнейшем от микроспоры образуется пыльца. Что? Пыльца. Также различают женские шишки. Женские шишки по-другому называются мегастробил. Почему мегастробил? Потому что оно по размеру что? Больше, чем мужские шишки. Что? Стробил. Мегастробил. То же самое состоит из главной оси и чешуй. Состоит из чего? Из главной оси и чешуй. Чешуя тоже называется что? Не микроспорофил, а мегаспорофил. Тоже на чешуйках располагается семя-почка или семя-зачаток, или мы по-другому называем мегаспоранги. Называем что? Мегаспоранги или что? Семя-почка и семя-зачаток. Запомните одно, что мегаспорангия или семя-зачаток, семя-почек тоже состоит из клеток. Так называемый то есть мегаспороциты. Что? Мегаспороциты. Мегаспороциты делятся путем мейоза и образуются 4 споры. Одна из них крупная,
которые называются мегаспора, и 3 из них что? Маленькие. 3 из них что? Погибают, и одна остается что? Жизнеспособной, которая называется мегаспора. Запомните одно, что мегаспороциты делятся путем чего? Мейоза. В результате образуются 4 клетки. Одна из них большая, которая называется мегаспора, и 3 из них что? Маленькие. Они редуцируются, то есть погибают. Мегаспора в дальнейшем что? Развивается и увеличивается размеры и становится что? Зародышевым мешком, внутри которого имеется ядра. Смотрите, эти ядра делятся и становятся чем? Яйцеклеткой. Яйцеклеткой. Дальше. А стенки зародышевого мешка делится и образует первичный что? Эндосперм. Чем отличается первичный эндосперм от вторичного? Тем, что первичный эндосперм образуется до оплодотворения, и его генетический материал является гаплоидным. А вторичный эндосперм образуется в результате оплодотворения, и его генетический материал является что? Триплоидным. А что? Первичный эндосперм, запомните одно, что гаплоидное. Запомните одно, что пыльца состоит из 2 клеток, вегетативная и генеративная. Когда что? Пыльца созревается, пыльца уносится что? Ветром. И семязачатки женской шишки начинают выделять что? Слизь или жидкость. Оно липкое. Когда пыльца попадает на чешуйки что? Женской шишки, она что? Липнет. И чешуя автоматически что делает? Закрываются. И мы так как сказали, что пыльца состоит из 2 клеток, вегетативная и генеративная. Вегетативная клетка до зародышевого мешка образует пыльцевую что? Трубку. Что образует? Пыльцевую трубку. Генеративная клетка, в свою очередь, на пути делится на 2 клетки. То есть делится на что? На 2 клетки. Спермия 1, спермия что? 2. Один из спермий, то есть спермия 1 идет оплодотворяет яйцеклетку, в результате образуется что? Зигота. В результате образуется что? Зигот. А вторая спермия, что с ним происходит? Он что? Погибает. То есть для него нет какой-нибудь клетки, чтобы он что? Оплодотворил ее. Поэтому он что делает? Погибает. В результате из зиготы образуется что? Зародыш. С первичным эндоспермом плюс первичный эндосперм, они образуют что? Семя. А стенки семязачатки образуют что? Стенки семязачатки и образуют семенную кожуру. И в результате образуется семя. И что? Шишка вскрывается, семена попадают на землю, из нее образуется что? Новое растение. Запомните одно, что пока пыльца не попадет на чешую женской шишки, оплодотворение не происходит. Почему? Когда пыльца попадает на что? На чешую, потом начинается этап образования яйцеклетки, то есть гаметогенез. После этого, когда он попадет, через 12-14 месяцев после опылений происходит что? Оплодотворение. Спасибо за внимание. Это было размножение голосеменных.